Согласно легенде, в подвале торгового центра случилось возгорание. Прямо в обувном магазине, где сейчас находятся покупатели. Включается пожарная тревога, люди срочно покидают помещение. Через запасной выход сотрудники МЧС водят посетителей обувного магазина. Поскольку аварийный выход не был заперт, еще до прибытия спасателей всем посетителям торгового центра удалось выбежать на улицу. А уже через несколько минут к месту ЧП подъезжают пожарные. От ядовитого дыма спасателей защищает специальная маска и кислородный баллон. В такой экипировке можно 40 минут находиться в эпицентре пожара. Для эвакуации пострадавших у каждого из них есть дополнительная маска. Ну а первым делом пожарные отправляются к очагу возгорания. По легенде учений, пламя еще не перекинулось на первый этаж, поэтому спасатели сразу разворачивают пожарный шланг в сторону подвала. Пожар потушен, жертв нет. Однако безопасность посетителей торгового центра успех сегодняшних учений не гарантирует. Необходимо еще проверить исправность датчиков дыма, срок годности огнетушителей и все, что в случае реального пожара поможет избежать жертв. Датчики в порядке, теперь осталось проверить план эвакуации, запасные выходы и огнетушители. В этом же обувном магазине сотрудники МЧС осмотрели пожарно-спасательное оснащение. Оно соответствует всем требованиям. Такая же картина и в кафе, расположена на 3-м этаже. Единственное но – персонал торгового центра не знает, как вести себя при пожаре, как проходит эвакуация, где расположены аварийные выходы, и даже как пользоваться огнетушителем. Поэтому сотрудники МЧС проводят с продавцами профилактические беседы. Вы выдергиваете? Все, да? На расстоянии 2,5 метра от очага, рычаг не сработал, бросайте, берете второй огнетушитель. Хорошо. Потому что огнетушитель может сработать, может не сработать. Мы проверяли автоматическую пожарную сигнализацию в исправном состоянии, проверяли первичное средство пожаротушения, тоже в исправном состоянии, проверяли внутренний пожарный водопровод, тоже в исправном состоянии, проверили эвакуационные выходы, все эвакуационные выходы открыты, не загромождены. И выявлены нарушения незначительные, это отсутствие плана эвакуации людей при пожаре, инструкция о мерах пожарной безопасности. Подводя итоги сегодняшнего дня, сотрудники МЧС отмечают, с поставленной задачей справились, спасатели отработали на отлично. Но проверка уже других объектов на предмет пожарной безопасности нашей республики будет продолжаться. Амина Бокова, Асхаб Белакиев, Новости 24.